Как правильно заправлять машинку и как правильно заполнять челночный механизм. Для заправки челночного механизма нам нужны нитки, челночный колпачок и шпулька. Для начала я вам покажу, как правильно заправлять шпульку в челночный механизм. Всегда нужно нитку обрезать, потому что она махрится и потом мешает. Надеваем через эту дырочку. Дальше у нас тут есть вот такие вот чашечки, натяжители нити для шпульки. Надеваем посередине этих чашечек и проводим через вот эти отверстия. Это должно получиться вот так вот. То есть через отверстие, потом посередине чашечек и через следующее отверстие. Дальше мы берем шпульку и надеваем ее на шпульку надеватель. Потом у нас должно быть тут 10 сантиметров нитки и крутим ее от себя. Закручиваем на шпульку. Дальше у нас тут такой пистолетик, как бы курок. Надеваем его и еще часто бывают минусы, когда мы заправляем шпульку. Всегда мы должны поднимать лапку. Лапку можно поднять в машинке двумя способами. То есть с помощью ног, когда мы вставляем там кусочек ткани. А в данном случае у нас лапка должна быть поднятая, поэтому мы ее поднимаем через подниматель лапки. На иголке не должно быть нитки. Заправляем шпульку. Нажимаем просто на педаль. Всегда нужно заправлять шпульку правильным методом, потому что если вы будете ее заправлять вручную, то нитки будут неправильно распределены, и за счет этого ваши стежки будут неравномерными или будут разные защипы и затяжки. Ну, мы сейчас наберем половину шпульки, этого достаточно. На самом деле, когда шпулька набирается полно, этот курок наш автоматически сам открывается. Теперь мы убираем нитку. Можно ставить. Наша шпулька готова. Дальше мы одеваем ее на колпачок. И оно у нас должно быть, когда вы вот так вот тянете нитку, по часовой стрелке. Одеваем через отверстие. И у нас здесь есть платформа. Мы ее открываем. Вот тут мы отодвинули платформу, и у нас отодвинут челночный механизм. Сюда мы вставляем шпульку. Вот, мы ее вставили. Дальше мы задвигаем платформу, и следующее наше действие – это заправить машинку. Следующий процесс, который я вам покажу, это как правильно заправлять машинку. Мы уже сюда надели нить, прошли через это отверстие. Дальше мы направляемся к нитью-направителю. То есть, если производитель создает каждое отверстие, мы должны пройти через каждое. Потому что если вы оставите одно отверстие, у вас будет шов неровным, нитка начнет петлять, начнет путаться. Поэтому через эти отверстия мы проходим змейкой. Эти отверстия у нас называются нити-направителями. Через каждого из них пройдем змеечкой и направимся к нити-натяжителю. Нити-натяжитель у нас вот такие вот чашечки тут и вот такая пружинка. С помощью этого мы натягиваем нить или ослабляем. Это все в зависимости от ткани. Вы уже сами регулируете. Потом надеваем нитку на вот эти усики, первое усико и второе усико. Дальше у нас тут нитеводитель. Мы проходим через него, и у нас вот тут два отверстия. Они сделаны крючком, поэтому не обязательно туда надевать нить, а просто надо вот так вот к ним пролезть. Дальше еще крючочек перед иголочкой и есть дырочка перед иголкой. Но у нас замахрилась нитка, поэтому на 45 градусов мы вот так срежем, чтобы
было удобно войти в отверстие иголки. Вот так вот мы вводим нитку в иголочку и пропускаем между лапкой. А дальше, раньше машин мы всегда двигали маховое колесо, то есть на рабочего, и так поднимали нитку. А в данном процессе у нас машинки уже автоматизированные, современные, поэтому есть специальное вот такое устройство, которое поднимет вам нитку, и вы ее протянете. Дальше нитку мы пускаем посередине лапки. И обязательно, когда вы проверяете строчку, у вас ткань, лоскуток, должен быть сложен в два, потому что вы соединяете две детали. Ставим, отпускаем лапку и отпускаем иголку с помощью махового колеса. Дальше мы строчим, и здесь у нас есть лапка, которая делает стежок назад. Это у нас называется закрепка, то есть 3 стежка вперед и 3 стежка назад. Это закрепка. Строчим, и когда доходим до конца детали, мы обязательно ставим еще закрепку, то есть 3 стежка назад и 3 вперед. На этом наша работа заканчивается. Срезаем нитки, специальные ножницы маленькие, называются спиннер. Они очень удобные для обрезки нити. Обрезаем и смотрим. Строчки ровные, хорошие, значит, оно подходит. И мы можем строчить по этой ткани. В зависимости, конечно, от ткани, если шифон, вы делаете строчки немного ослабленными, если более жесткая ткань, то смотрите по ткани. Еще один момент. Я только что заправила нитку слева направо. Почему? Потому что с какой стороны вы заправляете чулочный механизм, с той стороны вы надеваете нитку на иголке. В бытовых машинках чулочный механизм находится спереди, поэтому мы заправляем нитку спереди назад. На этом, я думаю, вся информацию вы поняли. С помощью этой детали вы можете делать стежок 2 мм, 3 мм и даже до 5 мм. Тут у нас автоматизированная машинка, поэтому вы можете либо добавить скорость, либо ее уменьшить. Добавить к этому видео маленький такой бонус. Это как можно поменять следующую нитку. Допустим, если вы пришли на следующий день и вам нужно шить другое изделие. Просто отрезаете вот сначала нитку, потом меняете бобину. Тут берете 2 нитки между собой, потом вот так продеваете и просто здесь делаете такой вот узелок. Дальше с иголки мы вытаскиваем нитку и вот так вот просто протягиваем. Обрезаем нить, это уже можете выкинуть, и нитку надеваем на иголку. Вот и все. Еще хотела сказать, до этого я сказала спиннер, немного ошиблась. На самом деле это такие ножницы, их зовут сниппер. По технологии, по теории, это ножницы для обрезки нити. Такие маленькие щипчики. У каждого портного должен быть такой щипчик, потому что он удобен при